Добрий ранок. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександр Сенько. І ми продовжуємо розмову з гостем нашої студії Натаном Хазіним, військовим експертом. Обговорюємо здобутки і нововведення в українській армії, і стратегічні переваги, і стратегічні недоліки нашого противника. Пане Натан, з точки зору вашого бойового досвіду, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи мають різнитися стандарти підготовки ЗСУ, поліції, Національного корпусу? ЗСУ и полиция это силовой блок, а Национальный корпус это частная инициатива, не имеющая права, скажем, на использование оружия и так далее. Поэтому без сомнения. Конечно, тактически это разный функционал и проведение там различных операций и полиции или армии, они разнятся. И, без сомнения, опыт боевой должен быть у них различный. Полицейские функции или функции Нацгвардии, они должны базироваться на навыках антитеррора, а армейское решение, оно тактически другое совершенно. То есть, к сожалению, за 4 года очень объединилось это в формате нашего ведения боевых действий. Это в целом называется антитеррористическая операция, да. Что несколько не соответствует стандартам, но при этом с политической точки зрения это достаточно правильно, потому что это наш внутренний конфликт, и мы можем его решать таким образом. Да. В тот момент, что появляется там военное объявление военного положения и так далее, совершенно другой статус. Тут парафия исключительно армии и ни о каких полицейских стандартах речь не идет. Як ви вважаєте, от ці зміни у реформі і армії, і навчання поліції, і формування різних добровольчих загонів, що для цього потрібно? Ініціатива, така як є у окремих українських офіцерах, які самостійно десь навчаються, самостійно отримують досвід, чи це має бути чи це лежить у політичній площині? Я думаю, что и так, и так. То есть на самом деле не может быть только там решение там партии правительства о видении. Хотя, конечно же, к этому хотелось стремиться. Но по сути, и это то, что нас, по сути дела, спасло. Потому что было движение добровольцев, было движение волонтеров, было движение людей, которые, не щадя себя и не задумываясь там, о последствиях и статусах, ввязались в конфликт. И они, без сомнения, там, остановили противника, они, без сомнения, остановили вообще представление о Блицкриге. Я думаю, что наши оппоненты рассчитывали на гораздо более эффективное продвижение и более эффективные боевые действия, которые привели бы к большим масштабам. У них аппетит был там, дойти до Днепра и так далее. И группы добровольцев в 2014 году этих людей остановили, как локально, так и по всей линии фронта. Скажем, эффект добровольцев, он сегодня нивелирован. Он должен превратиться в какую-то более профессиональную, более устойчивую систему. И вот эти реформы, они должны носить повсеместный характер и должны змінити систему як такову. Да. А чому знівелювалось таке ставлення до добровольчого руху? Що стало причиною? Изначально отсутствие статуса, того, что государство не рассмотрело эту добровольческую деятельность и не пыталось ее вписать в рамки армии или в рамки полиции. А чим представники державних структур мотивували це рішення? Они не понимали этот формат абсолютно. Они рассматривали нас как там, людей, которым нечего делать, у которых там зашкаливает адреналин, и которые там хотят побряцать оружием. Да. В большей степени там, ну, давайте откровенно говорить об этом, да, что на момент начала войны больше половины и военных, в полиции, там, милиции на тот момент или служб безопасности были люди, которые не воспринимали этот конфликт, люди, которые отказывались выполнять свои профессиональные обязанности.
в силу того, что мы же братья, мы, не будем, мы в россиян стрелять не будем и так далее и тому подобное. Так сказать, и откровенно, вот в эту секунду они должны были лишиться своих полномочий. Да, и на их место должны были выйти люди, которые готовы с оружием в руках отстаивать независимость нашей страны. Но отсутствие воли и реформы как таковой, да, и отсутствие критериев персонала, снова-таки, оставило этих людей и в лавах, и на полномочиях. Ситуация с иллюстрацией не мне вам рассказывать, да, она была, с моей точки зрения, нивелирована, ее необходимо проводить еще раз и более детально, и объективно, смотря на деятельность человека, да, и его участие там, в тех или иных событиях. Все это было снивелировано, остались те же люди, только сегодня они уже в другом камуфляже, в другой форме и с новыми полномочиями. Как вы думаете, какой от этого будет эффект? На випадок екстреної ситуації або відвертої загрози військової, ці люди, як на вашу думку, готові знову мобілізуватись і залишити якісь свої емоції і невдоволення того, що держава не відзначила їх? Надеюсь, что да, но на это рассчитывать достаточно сложно сейчас, потому что все это при попустительстве, при неорганизации, при нежелании это все трансформировать в какое-то нормальное русло, оно превратилось, исчерпало доверие людей. И я очень боюсь ситуации, при которой ситуация будет как в той истории о пастушке и волках, понимаете. То есть еще раз призвать людей, еще один раз Нацгвардия, еще один раз это самое. Мы уже проходили эти элементы, и люди с большим скепсисом к этому относятся, тем более, что мы говорили не о простом там сборе людей, которые пришли там что-либо сделать для страны, о достаточно больших потерях, и достаточно больших потерях среди добровольцев, которые не жалели себя, и Родина не сделала ничего для того, чтобы статус этих людей нормализовать, чтобы они получили по заслугам и по своей включенности в процесс. К сожалению, мы говорим о массовом нежелании признать добровольческое движение до сегодняшнего дня. Поэтому это все, скажем так, нивелирует добрую волю людей и патриотизм в целом. И это ошибка, на самом деле. Это ошибка. Ошибка государства, ошибка армії, ошибка поліції і так далі. От хотіла б перейти від таких гострих тем на території збройного конфлікту, на території АТО, до власне ініціатив, як ви правильно зазначили, громадян. От нещодавно представники національної дружини, їх кількасот людей, прийняли присягу. До цього вони рік патрулювали і допомагали, за їх словами, поліції затримувати і якимось чином стежити за порядком на вулицях різних міст. От скажіть мені, будь ласка, от ви як бойовий офіцер, як людина, яка має військовий досвід, чи доцільне, на вашу думку, їх допомога поліції, чи, можливо, вони більш потрібні десь на більш передових і важливых позициях для Украины? Это, скажем так, вот вопрос в той же самой плоскости, который мы обсуждали до этого. Воля людей, их желание что-либо сделать для страны, даже самая хорошая, она может быть нивелирована направленностью там, руководства этих формирований, да, которое может быть использовано как частные военные компании, как элементы крышевания определенных. В этом есть достаточно большая угроза. Люди, которые там хорошо организованы, они могут представлять собой, да, и при этом не имея, скажем так, статуса с точки зрения безопасности, они могут представлять собой банды формирований, по большому счету. И поэтому как бы я склоняюсь к тому, что любого рода направленность по вопросам обеспечения безопасности граждан должна быть в рамках закона, должна быть этими людьми направлена на усиление
существующих и легальных систем защиты граждан. С моей точки зрения, люди, которые имеют добрую волю повысить безопасность наших улиц, они должны вступать в лавы полиции, Нацгвардии, СБУ или армии. Им там есть место. Они настолько патриотичны, они настолько физически подготовлены и морально устойчивы, что они выдержат в службу в силовых структурах, и они при этом останутся такими же патриотичными гражданами. Я в этом более чем уверен. И добро пожаловать в армию, добро пожаловать в СБУ, добро пожаловать в Нацгвардию и так далее. Те, кто желал что-либо сделать для безопасности страны, есть больше клеток, чем людей сегодня. Не стоит это превращать в гражданские дружины. Да. И полномочий больше, и оружие есть. И внесите этот свой боевой дух в рамки сил безопасности. Люди гражданские, которые начинают заниматься вопросами безопасности, они слишком большие соблазны для того, чтобы они не превратились в банды формирования. Я вижу только один цивилизационный путь, тем более они декларируют себя как патриотичными людьми, желающими навести порядок. Заходите. Есть СБУ, 25 тысяч человек. Заходите туда, заходите в Нацгвардию, 60 тысяч человек. Заходите в Збройные силы. Нет лишніх людей в елементах безпеки. Більше Україна настільки зараз потребує додаткових військових... Молодых, спортивных, заряженных, патриотичных людей, которые хотят что-то сделать для своей страны. Заходите и делайте все таким образом, чтобы менее патриотичные люди в этих структурах, они стали гражданскими. А вы становитесь военными и полицейскими. Дякую за ваші коментарі, за вашу позицію. Натан Хазін, військовий експерт, був гостем сьогоднішнього ранку на телеканалі АТР. Залишайтесь, будь ласка, з нами. І от від подій на Сході і від подій у Києві ми переходимо до подій, які відбуваються у Криму. Там відбуваються суди над кримськими активістами. І подробиці про це зараз розкаже у новинах Заман мій колега Ескендер Меметов.